Добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я веду репортаж с города Оша. Вот все собрались ошские гисароводы. Вот у нас такое впервые в истории собирается собрание. Там вон ребята, Мирзо кого-то отвлекает, как всегда. Вот, вот ошские гисароводы. И здесь сейчас все мы собрались смотреть, что такое гисар, как, куда мы их слушаем, в каком направлении они развиваются. И вот эти вот овцематки, в данном случае Бексултана, фамилия Ташматова, вот он, салам алейкум, Бексултан. Вот. Бексултан, расскажите, с какого года вы начали заниматься гисароводством? Қай жақтан келген осы мал? Бұл Тажикстаннан келген. С Таджикистана он привозил маток. Қай жыл? Біз 10 жылдан бері Таджикстаннан 10 лет назад он привозит подряд таджикских маток и их вот так вот развивает. И Кошкаров оттуда же привозит. Ага. А Кошкарлар әкелмедіңіз ба Кошкарларды? Әкелдіңіз ба? Так, мынаны мына жаққа шығарайық онда, мына жаққа. Кішкентай айдайық. Кішкентай. Жай. А тут Бексултан, мына жаққа өтіңіз, мына жаққа өтіңіз. Ага, вот, пожалуйста. С Таджикистана. Бол, кетер. И матки, и все. Вот он оттуда привозит. Вот один из ошских гисароводов. Очень приятное стадо, очень однотипность хорошая. Вот, мы восхищаемся ошскими гисароводами. Посмотрите, какая конституция идет хорошая. Вот Ханша Баспар, сколько поголовья? 200 голов. Бар бірдей ма? Однотипный ма? Однотипный. 200 голов вот такого вот параметра. Вот посмотрите, вот это вот таджикский тип. Вот он идет. Ну, чистые гисары вот такие вот идут. Вот. Я не задаю вопрос про холки, там про разные, там про уши. Они вот такие должны быть и все. То есть вот в Оше есть хорошие бараны, есть с чего начать двигаться, развиваться. Очень достойные матки. Я восхищаюсь вашей работой, Бексултан. Вот, очень хорошие. Сейчас мы специально их будем в середине держать, показывать, вот, как должно двигаться. Он не добавляет афганцев, хоспайс, а? Только таджик. Только таджики. Ага. Аняктан, кайтарш. Вот, посмотрите, пожалуйста, как должно быть. Бексултан, будете продавать ягнят, кошкарчиков, сатылады ма жоқ па? Азыр данный момент бе? Данный. Кошкарда бар сатылады, бар. Бар, а? Егер клиент болса, хабарласын ба? Болады. Плюс 996, плюс 996, ары қарай қалай WhatsApp? 72 менен. 772. 772. Плюс 996, 772, 45. 45, 88. 88, 12. 12. Так, давайте посмотрим ваших кошкаров, да? Ну-ка, давайте. Вот у нас такое шикарное собрание идет. Впервые исторический момент происходит. Больше. Вот такие у него гигантские. Хотя бы на бревне шагарекшим, на харан шагарекшим. Вот они, гисары Оша. Максат. Ох. Ой, молодец, Бексултан, а, молодец, посмотри. Вот, посмотрите. Таджиктан келген, откуда он приехал? Это его поголовье уже, с его стада. Отец таджик, а матери тоже местные, его, но полностью с Таджикстана привезенный. Вот и ширина хорошая у него. Смотри, ага. Вот хозяйство Бексултана Ташматова, город Ош. Номер телефона я вам оставлял. Вот такие у него питомцы. Это чисто его питомец. Не купил, не привез. Вот это он вырастил у себя. У него же родилось. Вот ширина, посмотрите какая. Вот, пожалуйста. В Оше есть такие экземпляры. Вот. Так не ваш шарай. Ну что-то ауған қосылып кетпеді ма мынаған? А? Қаяқтан? Ауған
Бишкектен geldim. Ну я же говорю, это что-то от Таджикистана что-то далековато он находился, видать. То есть этот афганца добавили. Но вот он признается, это говорит, с Бишкека привезли. Бишкектен кімнен әкелдіңіз? Бишкектен жеңіс ішпей алмаз bu деген бала. Жеңіс или алмаз. Да, но это не совсем, конечно, таджик у него. Вот. О, тоже хороший, конечно. Вот, крупные очень кушкары. Вот гисароводы. О, сейчас собрались, какой приятный собрались. Вон на машинах привезли баранов, вон еще. Сейчас всех будем смотреть. Тағы бар ма, шығара беріңдер, тағы бар ма? Var. Таджикстаннан geldi bayıldı. А, вот этот с Таджикистана приехал. Мына жерде выставка болып кетті ғой, жігіттер. Бірінші выставка. Қошқар айдап шығарған. Ya ortaga çıkarırsın. Кеңір туыңызға кеңірі. Тағы бар ма қошқарлар? Давай, шығарыңдар. Бұл Таджикстаннан келген, а? Таджикстан қай жерінен? Ох, какие хорошие. Вот это, конечно. Этого года ягнята. Ну вот, пожалуйста. Но можно поздравить, что есть такое понятие, как ошская селекция. Вот смотрите, какое произведение. Вот ошские бараны. Ягнят. Қашан туылды? Март, апрель? Мартовские. Ну, для мартовских очень хорошие. Ну вот, пожалуйста. Есть, оказывается, зачем мы сюда. Наша экспедиция не зря приехала в Ош. Вот такие параметры. Вот такие. Бек-Султан Ташматов. Город Ош. Вот он, пожалуйста, сам. Скромный парень. Овцевод. И вот его этого года вот ягнят. Ну, по понятию, по позиции шерсти, конечно, они идеальные. Голова, шея. Там приделеться не к чему совершенно. Курдючки шикарные приподнятые. Никаких лишних складок нет. Для мартовских, апрельских ягнят это очень хороший. Қанша бар қазір осындай қозыдан қанша бар? Қозыдан 20 аштық бар. 20 вот таких вот баранчиков у него есть на продаже. Примерно, мынаның бағасы қанша? Примерно сколько стоит вот он? Оның ба? Да, $500. $500. Цены, они еще местные у них. Через выставку у них уже по такие по $1000 будет. Примерно сколько стоит? А, Нора? Она баланс Костина? Не скажете ему, да? Не, я ничего не буду говорить, я не оценщик. Я человек публичный, мне лишний раз говорить лишние вещи нельзя. Анвар айтты деп шықпасын. Вот этого можно снимать. Все хорошие. Вот эти, что приехали сегодня. Жүні даже, формалары да жақсы. Бек-Султан Ташматов, город Ош. Телефон я недавно дал. WhatsApp на этом номере. Это родители вот этих, да? Акелер ғой? А, это другие, да? Бұлардан ең все, да? С них он только в этом году будет получать, с этих ушкаров. Ну, тоже мощные. Да. Ну, человек серьезно занимается, видно. Вот он. По $500, но это просит, а там дальше уже можно разговаривать с ним. Хорошие ягнята. Сейчас еще люди едут. Еще будем показывать. Ну все, на этом хватит.